Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что Коммунистическая партия Китая лишает мир информации, которая может помочь предотвратить распространение эпидемии коронавируса нового типа. «Я обеспокоен тем, что Китай намеренно лишает мир информации, необходимой для предотвращения новых случаев», заявил министр иностранных дел. С другой стороны, в Конгрессе США был представлен законопроект, содержащий требования провести расследование в отношении Китая, который скрывает подробности эпидемии COVID-19. Ложь является постоянным качеством Китая, однако мир еще не понимает этого, заявил Майк Помпео. Подчеркнув, что ложь является постоянным качеством Китая и что мир еще не понимает этого, глава информационного центра Восточного Туркестана Абдулджалил Каракаш выступил с заявлением по данному вопросу. Коммунистический режим Китая годами скрывал репрессивную политику, проводимую в уйгурском регионе и Тибете. Миллионы уйгуров и других тюрков содержатся в концентрационных лагерях, существование которых китайские власти изначально отрицали. Позднее Пекин был вынужден признать наличие лагерей, но попытался представить их как центры профессиональной подготовки. Но ложь и дезинформация китайских властей опровергается с появлением новых фактов. Несколько дней назад подтвердилась информация об учителе 4-й школы города Куча, которого осудили через 11 месяцев после ареста. Вчера поступила информация о том, что известная певица Рашида Дауд была приговорена к 15 годам лишения свободы. Китайские власти умолчали о вспышке эпидемии в Ухане, что привело к пандемии по всему миру. Теперь же они пытаются обмануть мир. «Я призываю мировое сообщество быть бдительными и узреть настоящее лицо Китая», — сказал Каракаш. Стало известно, что популярная уйгурская певица Рашида Дауд была приговорена к 15 годам тюремного заключения. Суд над известной певицей, которая являлась солисткой группы Мукам, прошел за закрытыми дверями. Женщина была арестована в 2019 году по обвинению в сепаратизме, инкриминируемым ей Народным судом города Урумчи. Информацию о приговоре Рашиды Дауд, которая была популярна в 90-х годах благодаря своим сольным альбомам, в которых в основном исполняла лирические песни, подтвердила радио «Свободная Азия». Никаких заявлений суда по поводу данного решения не поступало. Некоторые источники сообщают, что с 2018 по 2019 годы Рашида Дауд содержалась в одном из лагерей перевоспитания. Согласно данным веб-сайта Worldometer, где публикуется информация о новых случаях заражения китайским вирусом, число погибших по всему миру достигло 20 494. Количество инфицированных составило 452 156. Больше всего от пандемии пострадала Италия, потери которой составили 7503 человека. В Испании, которая занимает второе место после Италии, погибло 3434 граждан. Китай, в котором произошла вспышка, занял третье место. Число жертв COVID-19 в Поднебесной составило 3281 человек. Четвертой страной с наибольшим числом смертей стал Иран, в котором погибли 2077 граждан. Пятой страной по количеству жертв стала Франция, в которой погибло 1100 человек. Эпидемия коронавируса, впервые появившаяся в Ухане, распространилась в более чем 200 странах мира. Европейский Союз объявил о решении начать переговоры об официальном вступлении в Союз Албании и Северной Македонии. В декларации, опубликованной Советом Европейского Союза, указывается, что Албания и Северная Македония готовы осуществить реформы Евросоюза. Единогласное решение о начале переговоров с двумя государствами было принято вчера во время заседания Генерального Совета Евросоюза. Министерство обороны России сообщило, что истребитель Су-27 разбился в Черном море. В заявлении, сделанном министерством, указывается, что истребитель исчез с радаров в 20:10 по местному времени во время запланированного полета в 50 километрах от Крыма. Стало известно, что через минуту после потери связи был получен аварийный сигнал. Согласно предварительной информации, самолет потерпел крушение в море. Поиск пилота затруднили плохие погодные условия. Южный военный округ предоставил информацию о данном инциденте, согласно которой для поисково-спасательных работ в регион был направлен вертолет Ми-8, самолет Ан-26 и корабли береговой охраны.